История самого известного в мире нестареющего мальчика Питера Пэна будет рассказана в театре по-новому. Действия знаменитой сказки перенесут в недалекое технологическое будущее. Подробности узнаем у главного режиссера театра Рената Аюпова. Доброе утро. Доброе утро. О, мы тут запутались в терминах, ну давайте сейчас разбираться вместе с вами. Значит, будущее. Чья идея? Идея моя, так как эту историю о невзрослеющем мальчике нужно было подать по-современному. То есть эта история, как мы понимаем, это 18 век, написана шотландским романистом Джеймс Барри. И нужно было вот эту сложную вещь перевести через сегодняшний день. Через сегодняшний день, через виртуальный мир, через реальный мир, который существует в Энди, а виртуальный мир, в котором существует вот этот Питер Пэн. Вот такое объединение двух пространств дает такое понимание этого прекрасной истории, эпоса вообще, истории о Питере Пэне, рассказать не только детям, но и взрослым, так как этот спектакль предназначен для семейного просмотра, так как очень много технологических каких-то терминологий в спектакле, очень их много, то есть интернет, вот это виртуальный мир. Ну, то есть это наши дни или это еще даже от нашего вперед? Это наши дни, это наши дни. Вперед в будущее, да, можно вперед, сказать. да, или вперед будет. Вот. В спектакле задействовано очень много артистов, вообще вся труппа задействована. Это сколько примерно? 38 человек. 38 человек. На сцене 38 человек. На сцене. Это очень важно, так как виртуальный мир, такой момент перехода, скажем, эпизодов, например, есть, например, индейцы, да, в острове Недерленд, которые индейцы, Питер Пэн, как существует этими людьми, пираты, животный мир, и поэтому нужны очень много артистов, которые с удовольствием переодеваются быстро, и этим это нравится. Костюмы сочинил Катя Грачева специально для этого спектакля. Сценографию сделал набережно-челнинский сценограф знаменитый, который номинирован на «Золотую маску», Елена Сарачайкина. Вот. А в спектакле очень много видеомэппинга. То есть для этого мы в Москве... Как это по-простому? Это отражение на специальная анимация для большого экрана. Кстати, большой экран закуплен тоже на этот спектакль. Экран и видеопроектор. Это только у нас в нашем театре есть. Это наше богатство. И мы должны обязательно вот показать и технические новшества этого. Зал тоже задействован как... То есть у нас зал тоже переоборудован для интерактивного существования. То есть зрители тоже будут как бы под испытанием доктора зла, который чипирует свою маленькую дочь, сделать из нее супердевочкой. Венди, естественно, противостоит этому. И когда не получается взаимопонимание в семье с папой, то есть с этим доктором, Венди улетает с Питером Пэн в этот остров Неверленд, встречается с этими персонажами, с этим миром, но в конце концов понимает, что в этом мире, виртуальном мире, ей некомфортно, и она возвращается опять в реальность. В реальность папа приобретает опять свою дочь. Не рассказывайте дальше, мы сейчас это все зрители заспойлерим. наверняка заинтригованы, хотят все это увидеть, и у них будет такая возможность. Да, мы видим, что у вас есть пригласительные. Мы должны их разыграть, да? Все правильно? Да. Так, на одно, на два лица? На одно лицо. На одно лицо. Так, одно лицо, сконцентрируйтесь прямо сейчас. У нас есть вопрос. Мы тут все про будущее, про технологии, но и историю тоже нужно знать. Особенно историю Тюза, правильно? Значит, смотрите. Габдулла Кариев — это псевдоним известного татарского актера и режиссера. А как его звали с рождения? Без псевдонима. Итак, псевдоним мы знаем, реальное настоящее имя. Пожалуйста, дозвонитесь, расскажите нам. 570-50-75.